Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня воскресенье. Погода сегодня очень теплая, солнечно. Есть ветер, но ветер теплый. Позвонила сестра, племянник там косит траву. Пригласила нас за травами. Мы с Минзалей сейчас поедем в деревню к сестре. Племянник был на вахте, на днях только приехал. Доброе утро всем! Что ты там сидишь? Нюхаю цветы, они так хорошо пахнут. Да, Так приятно. Они такие разные да. цвета. Розы активно цветут. Разные цвета. Ой, красотища какая. Пахнут вкусно, да? Очень. Да. Магазинные розы так не пахнут, как домашние. Вот красота. Вот бутончики какие красивые. Вот эту розу я посадила в прошлом году. В этом году цветет очень активно. А вот посмотрите, мои портулаки ожили. Утки съели только листиков. Хорошо, что они не выдернулись с корнем. Ну что, мои дорогие, мы поехали в деревню к сестре Соне. Поехали с нами. Я сейчас вас познакомлю с племянником, если только он не успел уехать домой. Сейчас заедем в магазин, купим сестре гостинцы. Петунии мои. Здесь уже выросла трава, надо будет тоже прополоть. Кто-то у меня спрашивал про гортензию. Вот она. Их было 3. Вот вторая. Что-то они у меня плохо растут. Наверное, здесь очень темновато. Хоста растет тоже. Вот эти травки, я недавно только их прополола. И они за неделю так быстро выросли. Но я их потихоньку соберу. Очень любят утки. Скоро у меня зацветет лилия. Это желтая лилия. Очень интересная, красивая. Петунии мои красивые. Мой пионер. Ну что, Машенька, ты меня ждешь? Да, поехали. Все, поехали. К сестре поедем. Да, сейчас сначала в магазин заедем, Хорошо. купим гостинцы и поедем. В добрый путь нам. Маску одевай, когда в магазин заходим. Здесь не одевай. Хорошо. Поехали. Ага. Мы приехали к сестре. Машина племянника. Цветы у сестры зацвели. Красота какая. Вот и триммер валяется. Здесь у сестры растет картошка, вон. Хорошо, картошка взошла. Тоже там на тракторе косит. Наверное, сестра наняла. Апа, привет! Привет, привет. Привет моим подписчикам. Привет, привет. Они скучают, ага. Ведь машину нету. Поехали.
Давно тебе пора машину купить. Пенсия большая, колхозная. Приехала на сенокос. Племянник накосил. Мы с старшей сестрой собираем. А дети мои дорогие, вы тоже с нами сено собирать. Вот какая красота. Мои козы будут сыты. Ну как, апа? Сенокос? Рахат. Рахат, да? Хорошо. Ты побольше отращивай здесь. Так хорошо. И так Хорошо, психую. что племянник приехал. И так Накосил. И так психую. Не выросла. Да, ты привыкла Ну, больше вот стати выхожу, держать. психую. Вот у сестры цветы растут. Я сейчас у нее петунии прищипывала. Она испугалась, ругалась. Я не вижу моих. Она еще не знает, что надо петунии прищипывать, Я первый раз. чтобы цветы были Я первый раз. побольше. Первый раз нам попалась. Не, ну, Чтобы цветов было побольше. а я не знала. Ага. Ой, приятно стало, красиво. Красиво стало. Я давно не работала так. Стала себя лучше чувствовать, слава богу. Так и хочется работать. Сейчас и утятам травки выдернем. Все будут сытыми. Вот так. Вот как красиво. Да. Вот так. Я не разучилась, оказывается, сено собирать. А сестра подавно. Вот какая красота. Все, племянник скосил, мы собирали. Перед домом на улице тоже собирали. Но племянник мой отказывается сниматься, стесняется. У меня, говорит, форма рабочая. Не хочу. Не хочешь, да? Не хочу. Ох ты мой хороший. Спрятался. Энергичный, работящий, не пьющий, не курящий мужчина. Его жене Марине и детям повезло с отцом и с мужем. Дай Бог им здоровья, пусть живут счастливо и в здравии. Вот его триммер, огород сестры. У нее всегда порядок, хотя ей скоро будет 75 лет. Там клубники, лук и огурчики. Мы радуемся все, что наша сестра в свои года может содержать дом в чистоте, в уюте
и двор. Слава Всевышнему, у нее пока здоровье есть. А вот они вдвоем воркуют. Орадың mı apa? Орадың mı? Sen orayı bilesin mi ne? Чуть-чуть бар. Ничек орайсың sen? Немножечко. Sen bit oramıysan o. Немножечко тирапта. Ben yardım et almayayım. Тирлеттерди. Все, Eyfetlerini bağlayayım. все нормально с тобой. Не переживай. Все хорошо. Все будет. Он боится, ой, стесняется, ой, смущается. Ой, Ришат. Нет, не буду я тебя снимать. Работай. Стеснительный он пацан. Пусть стесняется. Скромный. Сейчас зайдем к сестре домой. Чай попьем. И поедем домой. Тузик, сейчас я тебе воды вынесу. Вот столько мешков мы сена привезли. Сено свежее. Сейчас я обрадую своих коз. А вот наши цыплятушки. 11 числа, по-моему, им было месяц ровно. Что скажете, мои дорогие? Выросли они у нас или нет? Вот они. Есть у них песок. Там 2 кормушки. Вода. Едят траву. Они очень любят траву. Я не успеваю собирать и измельчать. Я им уже отвариваю картошку с пшеницей. Потом все это перемешаю с комбикормом. Пьют простую воду и все. Больше ничего не даю. Остается еда, там макароны или картошки, или что-нибудь еще. Все это я даю им. Они с удовольствием кушают. Пока аппетит у них хороший, кушают, не болеют. Пока все целы. Не знаю, как дальше будет. А вот наши утята. Тоже очень любят траву. Сильно не измельчаю я им. Это такая порода, в основном траву кушает. Вода уже грязная. Сейчас они покушают. Уже вечер. Я им все вычищу. Поменяю водичку. Вот здесь они купаются. Развозят мне грязь. Я все выскабливаю мотыгой и убираю. Ну, пока все живы-здоровы, бодрые. Ну как, мои дорогие, наши утята выросли или нет? Ну, они где-то на 10 дней, по-моему, младше, чем цыплята. Ну, вообще-то утки, они быстро растут. Они дружат с курицами. Курицы уже спят. Они в это время уже отдыхают. Ох, как они грязь любят. Скапливается вот сюда вода. Я выгребаю. Подметаю. К утру все чисто, все хорошо. Здесь, когда солнышко, они так хорошо купаются. Но вода теплая. Кто что кушает.
Одни кушают корм, болтушку. Вон как набила утка себе желудок. Очень-очень любит прямо травку. Обожают. Я ведрами измельчаю. И на один раз целое ведро. Отдаю по 2, по 3 раза. Ну вот, у меня еще дел много. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. Главное здоровья и семейного благополучия. Всем пока-пока. До следующих встреч.